В муниципалитетах Коми продолжаются работы по благоустройству территорий в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Напомним, весной прошлого года в 7 городах республики в ходе интернет-голосования жители сами выбрали 23 общественные территории для благоустройства летом 2022 года. В Ухте в этот список попала местная достопримечательность – 33-метровый силуэт Ленина и прилегающая к нему территория. Работы здесь близятся к завершению. Подробности расскажет Виктория Науменко. Визитная карточка Ухты «Голова Ленина», как называют ее местные, одно из самых больших в мире изображений Ильича. Наконец приобретает соответствующее оформление. На сегодняшний день из масштабных работ здесь осталась только укладка асфальта. Но даже незаконченным этот объект притягивает гораздо больше людей, чем раньше. Место знаменито не только самим профилем, но и прекрасным видом на весь город, который открывается отсюда. В рамках благоустройства здесь наконец появилась полноценная безопасная смотровая площадка. Столько лет, наверное, ждали, что что-то здесь сделают по красоте. Вот, в принципе, и сделали. Я думаю, что это еще не финал данной работы. Вот, а так, в целом, смотрите, какая красивая смотровая площадка, вид на город. Мы очень довольны, в принципе. Пока мы здесь находились, очень много детей было. Очень много здесь бабушки, дедушки приходят, они в лес ходят. То есть для них это место немаловажно, как и для нас. Мы приехали сюда, тоже здесь красивый вид. Ну, конечно, стало лучше. Это как его было, это очень. Еще заасфальтируют, так вообще будет хорошо. А так очень уже смотрится вообще красиво. С начала лета здесь заменили бордюры, установили освещение, сам силуэт Ильича покрасили в красный цвет. Работы будут продолжать. Люди знают, они голосовали, там будет надпись «Ухта», подсвечивающая, которая будет включаться вместе с наружным освещением. Также будут мафы установлены, это малые архитектурные формы, скамейки, урны, цветники. В рамках комфортной среды в этом году в Ухте благоустроят еще 3 общественных территории. Все в пригородных поселках. Это территория площадь Тимирязева в Шудаяге, Ярига. По улице Космонавтов будут пешеходные дорожки. И это Сидью будет отремонтировано место в районе Целинной 5 возле дома. Работы идут полным ходом. Так в Сидью продолжают облагораживать территорию возле культурного центра поселка здания клуба, где также расположены и амбулатория, и почта. Ранее здесь появилась современная детская площадка, минувшим летом заменили остекление в самом здании, в этом году в рамках комфортной среды покрытие прилегающей территории. На очереди финальные штрихи – скамейки и урны. Это, я так думаю, наверное, единственная точка притяжения в поселке. Здесь всегда очень много детей, взрослых, родителей. И место пользуется спросом у жителей поселка. В основном здесь. И это и проходное место. Здесь мы идем и к автобусной остановке, и в магазин, и в здание администрации. Ну, естественно, клуб, в котором находится и почта, и амбулатория. В разгаре и ремонт дворовых территорий. В этом году в Ухте в рамках комфортной среды их будет 10. Двор по улице Совхозной в поселке Сидью отремонтировали в рамках программы «Комфортная городская среда» в числе первых. Здесь заменили бордюрный камень, асфальт, поставили скамейки, урны. Объем работ в целом небольшой, но территория заметно преобразилась. Если общественные территории для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды определяли народным голосованием, то список дворов был сформирован еще в 2016-м. Так что жителям домов пришлось подождать своей очереди. Чтобы двор включили в программу «Комфортная городская среда», жителям необходимо решить на общем собрании, какие работы нужно провести. Сформировать наглядный дизайн-проект или хотя бы чертеж с планом, составить смету и согласовать ее и проект с мэрией. При этом участок дома должен стоять на кадастровом учете. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.